В Ухте заступили на посты волонтеры программы формирования комфортной городской среды до 30 мая включительно. Как и в других 8 муниципалитетах республики, они будут помогать всем желающим проголосовать на сайте федеральной программы за проект благоустройства в родном городе. К этой работе добровольцы привлекают второй год подряд. Правда, в этом году их работа построена иначе. Как? Расскажет Виктория Науменко. Есть потребность помогать людям. Так объясняет свое желание вступить в ряды волонтеров студентка педагогического колледжа Ксения Райнова. Небольшой тест и инструктаж, и вот девушка уже помогает ухтинцам голосовать. Мне нравится помогать людям, у меня связана с этим профессия. В тестах были вопросы по площадям, кто дизайнеры и так далее, кто это может устраивать и так далее. Надо было выбрать, там все про архитектуру было и так далее. Задача волонтеров – помогать людям проголосовать. Тем, у кого нет возможности самостоятельно выйти в интернет. Дежурят добровольцы в 3 точках города. В корпусе Л университета с 14 до 16 часов, в городском дворце культуры с 17 до 19 и в Доме молодежи во время проведения массовых мероприятий. Мы в основном работали на улице, мы привлекали людей на праздниках, мы привлекали людей, проходящих мимо. Но, к сожалению, для волонтеров, особенно для юных волонтеров, это был определенный стресс, потому что люди не совсем корректно реагируют на некоторые подступления волонтеров к ним. По опыту прошлого года одно из главных опасений граждан, что при голосовании произойдет утечка их личных данных, говорит куратор ухтинских волонтеров. И это опасение совершенно напрасно. Данные не сохраняются. Я сразу скажу, чтобы, наверное, с экранов телевизоров это прозвучало, волонтеры не имеют доступа к вашей личной информации. У нас есть планшет, и он будет работать как избирательный бюллетень. То есть вы сами будете заполнять всю свою информацию, и она у нас не сохранится. Она лишь будет подтверждением того, что ваш голос учтен. Планшет – главный инструмент волонтера. В нем установлена платформа для голосования. Вся информация о проектах на экране. Как и в прошлом году, из личных данных голосующего необходимы только имя, фамилия, отчество и номер телефона. На него поступит звонок из службы поддержки для регистрации. В Ухте в этом году можно выбрать вариант благоустройства 4 территорий. В районе дома номер 5 по улице Авиационной, между домами номер 13 и 15А по улице Дежнева, привокзальную площадь аэропорт Ухта и набережную Нефтяников. Именно эти объекты будут отремонтированы в будущем 2023 году с учетом мнения ухтинцев. Также внизу я выбираю, тоже либо брусчатка, либо асфальт. Я выбираю брусчатку, условно. Выбираю. И территория Дежнева тут уже другое. На сегодняшний день в 9 муниципалитетах Коми, Сыктывкаре, Печоре, Усинске, Сосногорске, Ухте, Емве, Воркуте, Инте и Жешерте с населением работают 145 волонтеров. Но в связи с большим интересом добровольцев к мероприятию принято решение не останавливать их регистрацию на платформе добро.ру. Регистрация волонтеров будет доступна в течение всего периода голосования. Виктория Науменко, Павел Лагутин, телеканал Юрган, Ухта.